Вина красиво искрятся в бокалах, впрочем, как и глаза конкурсантов, участников второго национального конкурса абхазских вин. Но главные здесь они, члены дегустационной комиссии, эксперты виноделия и настоящие знатоки, которые буквально неделю назад провели конкурсную дегустацию 24 образцов. Николай Ачба, генеральный директор «Вина и воды Абхазии», председатель оргкомитета, отметил, что дегустация проходила вслепую. Более того, комиссия была требовательна и, главное, объективна, ведь весь состав жюри известные, уважаемые и достойные виноделы-эксперты. К вопросу о том, для чего нужен этот конкурс, все очевидно. В Абхазии винный напиток ценится издревле, и почему не делать его таким, чтобы соответствовал мировым стандартам? Мы не можем делать вино, которое мир не понимает, подчеркнул Николай Ачба. Собственно, того же мнения придерживаются и номинанты, ведь виноделы при производстве напитка надеются не на удачу и голую интуицию. Важна технология, поэтому баллы решали все. Кстати, из-за недостаточного их количества первого места за белое вино никто не удостоился. Серебряную медаль вручили Хаджарату Гвицине за вино из сорта винограда Ноа. Бронзовой медаль удостоился Денис Амичба. Свое вино он изготовляет из сорта Ркацители. Вся наша жизнь православная связана с лозой. Но лозу вырастить и получить плоды виноградные, это очень необходимо быть самому человеку благочестивым, честным человеком. Хаджарат Гвицине виноделием занимается не так давно, начинал с отцом на энтузиазме и с любовью к делу. Похвастаться секретами предков виноделов не может, но отмечает, что в век легкого доступа к информации он вывел свою самую подходящую формулу получения лучшего первого вина. Сам выращиваю виноград в своем родном селе Атар-Абхазская. Осенью собираю, и прямо во время сбора я его мну. И у меня кран открытый, внизу чана, и самотеком то, что идет, вот это и представлено в этом конкурсе, вот это вино. Без добавок, каких-либо добавок, там, воды, сахара и так далее. Оказалось правильным изготавливать вино именно так. Вина Хаджарата Гвицине и Дениса Амичба не заслужили золота, как сказал Николай Ачба, из-за одного маленького нюанса. Правда, называть не стал, позже им подскажут технологи. И это, несомненно, еще один плюс конкурса. Важно понимать, как именно становиться лучше. В номинации лучших красных вин серебряной медали удостоились Хим Цакиут, Алмаз Адлиба, Алхас Джопуа, Сергей Гадля и Станислав Агумава. С последним номинантом Станиславом Агумава выяснилась интересная подробность. Была дегустация закрытая, естественно. Мне так приятно стало сегодня, когда я узнал, что мой друг, вот такой мой друг по войне, вдруг завоевал почетную медаль. Почетную медаль. Он всегда традиционно делает хорошие вина. Он необыкновенно хлебосольный человек. Он мой дорогой. Вина, которые заслужили наивысший уровень баллов и удостоились золота, сделаны из винограда сортов Саперави и Мальбек. Несмотря на то, что Мальбек самый популярный и востребованный сорт во всем мире, Николая Ачба разочаровало, что на конкурсе представлено мало исконно абхазских сортов, и это замечание виноделы взяли на вооружение. Золотыми призерами за лучшее абхазское красное вино стали Денис Амичба и Адамур Ахба. Отличие конкурса лучших вин от любых других — отсутствие духа соперничества. Несомненно, каждый из участников рассчитывал на признание, но знакомство и новые контакты куда важнее. Вот, к примеру, золотой призер Адамур Ахба дегустирует белое вино Хаджарата Гвицине. Конкурс уже проходит второй год. В течение этих 2 лет у нас появились знакомые, друзья, с кем мы делимся опытом и познаем много всего интересного. Залог хорошего вина – это качественный виноград. И насколько ты работаешь с этим виноградом. Слава об абхазских винах давно разошлась за пределы Абхазии, но следует признать, что молдавские вина далеко впереди. Профессор и вице-президент комиссии питания и здоровья в Молдавии, председатель дегустационной комиссии Георгий Арпентин с таким определением не согласен. Он уверен, что климат, ареал и технологии делают вина каждого региона уникальными и неповторимыми, даже если они из одного и того же сорта винограда. Я поразился, красные вина во вкусе очень мягкие.
Как правило, у нас, когда вот, например, если я сопоставляю с нашими винами, хотя это неправильно, еще раз вернусь, но, значит, у нас вина более, скажем, такие мужественные, терпкие, абхазские более мягкие танины, более круглые, более сочные такие. Николай Ачба, с удовольствием присоединившись к нашей беседе, добавил, что конкурс удался, несмотря на то, что гран-при разыграть не удалось. Победителю, кстати, достался бы 1 миллион рублей. Каждое вино зависит от характера того, кто его делает. Ничего страшного в том, что нет гран-при, прям мы не видим. Было очень много хороших, достойных вин, и это радует. На самом деле мы действительно хотели бы, чтобы качество вин в Абхазии росло с каждым годом. На этом конкурсе разыграли и специальные призы. Однозначно конкурс стал большой поддержкой для виноделов, как информационной, так и финансовой. Ведь каждый победитель с наградой и медалью получил достойную денежную сумму. Министр сельского хозяйства Беслан Джопу отметил, что поддержка с их стороны продолжится и впредь. Культурно-деловая станция ГУМА, как всегда, изящно перевоплотилась и погрузила гостей в царство виноделия. Вот в прошлом году мы здесь посадили вот у этих колонн на клумбе 5 саженцев аборигенных сортов винограда. Это амлаху было высажено в прошлом году. Этот виноград так здесь разросся, что мы друг с другом шутим, что это потому, что он постоянный свидетель разных культурных мероприятий. Этот виноград здесь слушает классическую музыку, слушает лекции о виноделии, если так можно выразиться. И на самом деле, конечно, мы готовим много интересных проектов, но хотелось бы подчеркнуть, что все те проекты, которые мы здесь делаем, мы делаем, правда, от души. Девичий ансамбль «Гунда» и мужское трио «Анатриус» своим многоголосием добавляли бархата в апрельский день. В это время виноградная лоза пробуждается, а это значит, что через несколько месяцев виноделы вновь примутся за сбор винограда, а к получению вина приступят уже с новыми знаниями. Ведь, как писал один поэт, умение пить не всем дано, умение пить искусство, тот не умен, кто пьет вино, без мысли и без чувства. Асида Мали, Алексей Быструков, Абхазское телевидение.